Итак, в продолжении разговора об актуальном романе мы начинаем разговор о романе Дмитрия Быкова «Июнь». Роман, вышедший в прошлом году, по признанию многих критиков, дружественных и даже недружественных автору, это его, может быть, лучший роман. Действительно, роман очень заметный, интересный, очень ладно скроенный. Вот это вот бросается в глаза. Композиционный, стилистически выверен. Роман делится на 3 части. В принципе, каждая из них представляет собой особый отдельный сюжет со своими главными героями, даже стилистически они отличаются. Соединены они между собой по такому бальзаковскому принципу с помощью эпизодических героев. В первой части главный герой молодой поэт Миша Гвирцман, которого исключили из ИФЛИ по очень смешному предлогу, его обвинили в домогательствах, которых не было на самом деле. Тем не менее, на время он исключен. Вот его вот такая вот небольшая жизненная одиссея по выходу из ИФЛИ, это и есть сюжетный предмет первой части. Миша Гвирцман страдает, мучается, в то же время он каким-то нутром понимает, что его чуждость, которую он все время в ИФЛИ ощущал, она таким образом должна была проявиться. Есть там и любовный сюжет, причем он драматически закручен. Миша мучается между 2 женщинами, одна из них таинственная Лия, здесь у него платоническая любовь, другая это та самая Валя, в домогательствах, в которой он был обвинен, но сам роман реализуется уже после его исключения. Вторая часть, может быть, самая такая драматически напряженная. У него другой главный герой, журналист Гордон, который мучается, опять же, сознанием надвигающейся катастрофы. У Миши эта надвигающаяся катастрофа немножко так в подтексте и по краю сознания идет, а вот более взрослый журналист, человек 20-х годов, он понимает, что катастрофа близится. Тоже он мучается в тисках любовного такого треугольника между женой и такой неземной, в то же время феерически желанной Алей. Вот про эту Алю немножко позже еще скажу, кто ее прототип. Ну и, наконец, третья часть. Она такая фантасмагорическая. Речь в ней идет о том, как сумасшедший, а может быть и не сумасшедший, филолог Крастышевский пытается управлять историей через тайно зашифрованные послания руководству страны. Его задача отсылать наверх, в партийную верхушку, еженедельные отчеты о продвижении советского искусства за рубежом. И в эти отчеты он путем особого расставления, магического расставления слов, пытается вложить какие-то послания руководству страны, и в первую очередь ему. Понятно, кому ему, это Сталину. Быков нигде, в общем, не приоткрывает тайну, что это такое, действительно ли это сумасшедший или это действительно фантастический сюжет, вдруг проявившийся, в общем, очень реалистическом романе. Степень исторического правдоподобия у романа Быкова очень высокая. Создается практически полная иллюзия присутствия в конце 30-х годов в Москве. Такое время довольно тяжелое и страшное для современников. Только по прочтении романа замечаешь некие такие аллюзии на современность. Например, никто в конце 30-х годов 20 века не называл 20-е годы роковыми. Это такая явная отсылка к нашему времени, когда очень часто лихими, роковыми и катастрофическими называются 90-е. Но есть еще менее заметный. То есть роман имеет тоже, как и предыдущий роман, о котором мы говорили, роман Прилепина, такую едва заметную, но постоянно присутствующую политическую актуальность. Но не о ней речь. Снова вернемся к композиции ненадолго. 3 части неравноценны по объему. Самая большая – это первая. Вторая поменьше примерно в 2 раза, третья снова поменьше. Почему так? А это игра с читателем. Дело в том, что в 3-й части Крастышевский, хотя и не рассказывает подробно о сути своей магической методы воздействия на реальность, упоминает о том, что в правильном тексте должно быть 3 части, построенных по принципу пирамиды.
То есть третья часть будет в 4 раза меньше, чем первая. Именно по такому принципу Быков и выстраивает композицию своего романа. Вот. Может быть, это намек читателю на то, что и я тоже маг. Ну, не знаю, мне такие игры всегда нравились, хотя разгадывать их бывает вполне бессмысленно. Вернемся к историчности романа. Роман иллюзорно историчен до степени вот такого полного погружения в ощущение времени. Этому способствует то, что большинство героев, главных во всяком случае, имеет реальных прототипов. Ну, в третьей части этот прототип условен отчасти, а в первой, особенно во второй, это вполне узнаваемые люди. Во-первых, это вся тусовка, как мы сейчас сказали, этого литературного института, включая главного героя Мишу Гвирцмана, в котором абсолютно точно критики угадывают юность Давида Самойлова. Вот. Во второй части еще больше. Дело в том, что вот эта самая Аля, любовь журналиста Гордона, которую он в каком-то смысле предает, это никто иное, как Ариадна Эфрон, дочь Цветаевой, Ариадна Сергеевна, вот, которая вместе и даже немножко раньше, чем ее мать и остальная семья вернулась в советскую уже Россию. Вот. Ну, дальнейшая трагическая история, в общем, хорошо известна. Аля, это, кстати, ее реальное семейное прозвище, прошла через сталинские лагеря. Отца Сергея Эфрона в итоге расстреляли. Ну, что случилось с Цветаевой, все знают. У журналиста Гордона тоже есть прототип. Это журналист Самуил Гуревич, действительно состоявший в гражданской связи с Ариадной Эфрон. Вот, действительно пытавшийся ей помогать во время ее первого лагерного срока, действительно, видимо, в каком-то смысле отступившийся в какой-то момент. Судьба его тоже была трагична, в 50-м году его расстреляли, там, на закате уже эпохи. Вот. Ну, в качестве такого условного прототипа сумасшедшего мага-лингвиста из третьей части называют то Сигизмунда Крыжановского, был такой сценарист и литератор в то время. Некоторые критики усматривают здесь булгаковские аллюзии, чуть ли не про самого Булгакова пишут в качестве прототипа. Но если это Булгаков, то это, конечно, не реальный Михаил Афанасьевич, а Михаил Афанасьевич современного городского фольклора. Вот. Как бы то ни было, вот эти очень тесные связи с прототипами служат двум целям, ну или даже трем целям. Во-первых, они создают ту самую иллюзию реальности, полного погружения. Во-вторых, они нужны Быкову, поскольку он не только литератор, но еще и критик, и даже иногда говорит о себе как об историке литературы. Они нужны Быкову для того, чтобы раздавать очень хлесткие оценки участникам всего этого литературного процесса. Может быть точные, может быть субъективные, но неизменно нелицеприятные. То есть он, невзирая на лица, судит. Например, то, как там подается Цветаева, оно может быть и правда, но может быть и не стоило так этот миф разрушать. Вот все это богатство, а роман действительно богатый психологическими типажами, историческими, вот, и литературными аллюзиями, кстати, не могу пройти мимо, там есть и своеобразные приветы Достоевскому, это чекист, увлекающийся Фрейдом и объяснением общественных процессов и нравственных процессов по Фрейду, имеет очень своеобразное имя и отчество, это Петр Степанович, такая отсылка к бесам, к Петру Степановичу Верховенскому, повзрослевшему уже и постаревшему даже, и ставшему чекистом в сталинское время. Вот. Это все богатство романа его расцвечивает, делает ярким. Вот все оно объединено, во-первых, общей эмоцией. Это эмоция предчувствия. Роман не случайно назван «Июнь», он кончается в июне 1941 года. В эпилоге тот самый шофер, который объединяет все три части, мелькая там на третьих ролях, вот, вместе со своей дочкой с ужасом слушает сообщение из репродуктора о начавшейся войне. Вот эта война, которую все ждут, некоторые даже хотят, потому что вот этот сумасшедший лингвист Крастышевский сначала заклинал руководство страны на мир, потом понял, что это мир совершенно ужасный, и кроме того, грозящий полным уничтожением родной его Польши, он поляк там, вот, он начинает в обратную сторону, значит, заклинать руководство поскорее начать войну с Германией. Вот, война начинается в итоге даже раньше, чем он хотел, но тем не менее его желание исполняется. Кто-то ее ждет, кто-то ее хочет, все ее боятся. Вот, совершенно ясно, что эта война перевернет все вверх дном. Вот.
выступит и катастрофой, вполне бессмысленной, и очистительной катастрофой. Все это напоминает ощущение первой части «Войны и мира», довоенной. Вот. Причем сочетание мысли семейной и мысли исторической также восходит туда. Вот. Конечно, Быков гораздо более пессимистичен, чем Толстой. Вообще роман пронизан нелюбовью к человеку советскому и к человеку вообще. Он мизантропичен, этот роман. Вот. Но вот это наличие обобщающей мысли или попытка ее найти, эту обобщающую мысль, переводит роман из разряда исторического или из разряда романа о литераторах, так называемого кунштлер-романа, в плоскость совершенно другую. История сама по себе не имеет сюжета и смысла. Вот. Смыслы мы всегда вчитываем в нее задним числом. В русской культуре сложилась традиция такая, что эти смыслы вчитываются не философией, тем более там, не наукой, может быть, историей, достаточно сухой и для непосвященного, может быть, даже скучной, а литературой. Вот. И тут даже не с Толстого начинается эта традиция, а может быть с Пушкина, с его «Капитанской дочкой», Бориса Годунова и «Медного всадника». Вот. В этом смысле и Быков, и Прилепин, о котором я в первой лекции говорил, находятся совершенно в одной лодке, хотя думаю, что сами они со мной бы не согласились, потому что находятся на полюсах современной общественной жизни, максимально друг от друга отдаленных. Вот. Но вот эта вот энергия поиска смысла в историческом процессе одушевляет и тот, и другой роман и переводит их из любых жанровых ограничений в плоскость поиска нового варианта жанра, который в 20 веке у нас, в общем-то, был почти редуцирован. Вот, за исключением, может быть, шолоховского «Тихого дона», вот, и некоторых других попыток, в жанр романа эпопеи. Сложно говорить о том, какие формальные критерии жанра здесь присутствуют, но здесь присутствует интенция, главная мысль этого жанра. Поиск смысла, поиск осмысленной событийной структуры, причинно-следственной связи в том массиве исторической памяти, который нас всех провоцирует на его осмысление. Появление этих романов в середине десятых годов означает, видимо, что русская литература дозрела, наконец, до самостоятельного, независящего ни от кого в 20 веке осмысления этого самого 20 века.